Надев противочумный костюм, респиратор и перчатки, Эдуард Будба и начальник военного госпиталя Абдулмеджид Магомедов сразу же направились в инфекционное отделение пообщаться с пациентами. Добрый день. Также по состоянию пациентки тяжелая, стабильная, гемодинамически стабильная. Вот также находится на ней вентиляция легких. Получается все необходимое лечение. Просто так благодарна. Как вам относится здесь к персоналу по питанию, по организации? Какие-то вопросы есть? Просто похвала. Вообще никаких Слова проблем. даже не надо говорить, они забегают каждую минуту, каждую секунду. Дай Бог им здоровья. У меня уже была поражение, пошло. Все внимательные, все очень хорошо. Всем спасибо большое, всем врачам, медсестрам, медбратьям. Я считаю, Все умницы, весь обслуживающий персонал. Мы все рядом. Российский военный госпиталь здесь непосредственно приехал помогать. Спасибо всем, здоровья вам, Аманчала Рагубзерчмаза. За 2 недели из российского госпиталя выписано 48 человек. Сейчас здесь принимают по 10 пациентов в день на стационарное лечение. На сегодняшний день в военном госпитале 78 человек. Из них 10 тяжелых. Это инфекционное отделение. Здесь лечится 38 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В госпитале организовано трехразовое питание. Медучреждение обеспечено всеми лекарственными препаратами. К приему пациентов здесь готовы в любое время суток. Постоянная, круглосуточная забота и ночью всегда рядом. Всегда помогут. Хорошо, Что здоровья не вам. попросишь. Поправляйтесь, быстрее И вам возвращайтесь к спасибо семье за то, вашей. что вы пригласили их, за то, что помогают нам так. Какие-то проблемы есть с лекарствами, с обеспечением, с питанием? Может, какие-то есть пожелания, замечания? Специально приехал сегодня с вами пообщаться, от вас узнать информацию, как говорится, непосредственно. Может, чем-то можем помочь? Плохой информации нету, все хорошо. Все на высшем уровне. Большое спасибо. Вылечили нас. Обходительные, все делает, все на высшем уровне. Да. Абсолютно. Все хорошо. Здоровья вам. Надежду, когда попадаешь сюда. Поправляйтесь, побыстрее возвращайтесь в строй к вашим семьям, к родным. Аманчала Рагубзерчмаза. Такого обслуживания, такого внимания мы нигде не видели. Вот я вам честно скажу, пусть все скажут. Вообще на высшем уровне. Дай Бог всем здоровья. Может, что надо? Медикаменты, продукты, питание, может, какие-то недоработки есть? Все у нас есть, спасибо врачам. Министр здравоохранения Абхазии поблагодарил весь медицинский персонал российского военного госпиталя за самоотверженный труд и внимательное отношение к пациентам. Обошли все палаты, посмотрели больных, спросили о самочувствии, что необходимо, чем помочь, какие есть сложности, пообщались с нашими гражданами, которые здесь получают лечение. Ну, я думаю, все идет на достойном уровне. Спасибо еще раз огромное всему коллективу Российского военного госпиталя за неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Абхазия. Вот первый же день, как начали больных принимать, 20 человек мы приняли, а сейчас вот каждый день по 10-9 человек принимаем. Мобильный госпиталь. Состояние, конечно, могу сказать, и тяжелые поступают. Сразу с приема в реанимационное отделение кладем. Есть больные, в основном в средней степени тяжести. Кладем сразу в инфекционное отделение, в терапевтическое отделение. Также обращаются и поступают с легким течением. Хочу также выразить слова благодарности Минздраву, Министерству обороны за теплый прием, за взаимодействие на высшем уровне. Вопросы, которые возникают, реагируем молниеносно благодаря Минздраву, благодаря Министерству обороны. На сегодняшний день в плане организации лечебного процесса ни одного вопроса нет, который мешает работе. Эдуард Будба посетил каждую палату в военном госпитале, поинтересовался состоянием здоровья больных и их нуждами. Министр сопровождал заместитель министра обороны Надар Равицба и вице-премьер республики Сергей Пустовалов, которому поручено контролировать ситуацию в российском военном мобильном госпитале. Кугуса Вардания, Арина Агухова, Абхазское телевидение.